В эфире «Актуальное интервью», в студии Василий Раченко. Здравствуйте. Сегодня День памяти о россиянах, призванный почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших свой долг за пределами Родины. Гость студии Валерий Лютый, председатель Общества ветеранов Афганистана. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вывод войск из Афганистана состоялся 15 февраля 1989 года. За все время боевых действий в Афганистане побывало не менее 16 тысяч человек, в том числе и якутяне. Расскажите, сколько на сегодня ветеранов тех боевых действий проживает у нас в Якутии? Так, сразу вас поправлю. Это 15-16 тысяч, это только погибших. А побывало там порядка, если у нас контингент, порядка, сейчас по данным последним, 650-700 тысяч человек. И в том числе вы правы, да, у нас много ребят были и из Якутии. Сейчас у нас насчитывается в Якутии порядка 597, 600, вот колеблется, там иногда приезжают, и бывает, мы теряем своих ребят уже. В этом году многих потеряли мы, к сожалению. И вот мы думаем, что вот этот день, он праздник, собственно, со слезами на глазах. Есть такое высказывание такое, да, что мы в этот день, это окончание войны день, и как бы радость есть, что закончилась война, но в этот день мы вспоминаем наших ребят погибших. И с утра мы были кто верующие, молебна была за погибших. И наших ребят сейчас это ковид, да, у нас сейчас пандемия, тоже я хочу в этом плане попросить ребят, надо прививаться, нужно вакцину принимать, сам я уже сделал вакцину, потому что ребята уже возрастные, особенно афганцы, и они находятся в группе риска. Поэтому это дело, конечно, каждого добровольно, но я рекомендую просто сделать вакцины, чтобы мы были, наше здоровье, чтобы наших ребят было в безопасности. Говоря о коронавирусе, нет ни одной организации в стране, да и, наверное, во всем мире, которую пандемия не коснулась. Как в связи с распространением COVID-19 начала складываться работа в вашей организации? Вы уже сказали, да, что, конечно же, всех коснулось это. Всех слоев населения, всей нашей жизни, в том числе и бытовой. И ветеранам, мы занимались военно-патриотической работой, у нас чаще были массовые какие-то мероприятия, сейчас идет ограничение. Сегодня в речном училище будем проводить соревнования совместно с речным училищем, участие наши ветераны принимать будут по военно-прикладным видам спорта. И тоже ограничения, без зрителей, ограничения в количестве людей и так далее. Это все к нам накладывает, да, отпечаток на нашу работу. И мы, наверное, кроме массовых мероприятий, также стали меньше собираться. И такие мероприятия у нас были, как стрельба. У нас массово было, да. Сейчас тоже есть ограничения по стрельбе соревнований. Но все равно эти дни будут проводиться много мероприятий. По традиции поедем, чтобы возложить цветы погибшим, памятнику ветеранам боевых действий. И, конечно же, у нас уже такие традиции сложились, как в часовню. Мы собираемся в часовне на площади Победы. Дистанционный формат встречи, возможно, в онлайне встраивали в свою организацию, потому что другие сферы деятельности и другие отрасли, они так или иначе на онлайн были вынуждены перейти. Интернет вам помог? Да, сейчас мы переходим во всей своей жизни, тоже все больше используем интернет, вы правильно говорите. И мы хотим провести республиканское такое круглый стол ветеранов боевых действий по обсуждению законопроекта о социальной поддержке ветеранов боевых действий Республики Саха. Этот закон готовится, и мы большое внимание уделяем в нашей организации таким вещам, как помощь ветеранам, защиту интересов ветеранов, социальную защиту, я имею в виду.
И, конечно же, ребята сейчас нуждаются в поддержке. Поэтому такие меры принимаются. Я вот хочу сказать, что вот недавно мы на базе Общероссийского народного фронта встречались с главой республики Александром Сергеевичем и задавали по просьбе ветеранов именно этот вопрос. А есть ли у нас возможность как-то социальные меры принять, поддержки, освобождения от каких-то налогов, например, транспортный налог и так далее, ребят поддержать. Мы получили одобрительный ответ. В общем, сейчас дано поручение Минэкономики проработать этот вопрос, и мы его будем выносить или на парламент, или указом. Ну, в общем, и также мы просим вопрос освобождения от земельного налога и так далее. То есть, как казалось бы, мелочь, но все равно эти вещи, они будут под спорьем. Ну и, конечно же, там много вопросов по помощи и защиты здоровья ребят, вот, по здравоохранению. Ваша организация одна из тех в Якутии, кто объединяет воинов, которые отдали свой воинский долг. Кроме социальной поддержки, социального обеспечения и устройства спортивных игр, чем еще занимается ваша организация, как осуществляется помощь? Ну, как пример приведу. Я вот работаю, подрабатываю, ну, так, если можно выразиться, бесплатно. Есть такое волонтерское движение «Мы вместе», да. Мы с ребятами развозим продукты тем, которые остро нуждающиеся, людям одиноким, престарелым. И у нас есть тоже вот комбат наш, вот мы тоже отвозим продукты. И, ну, то есть мы все меры, какие в наших силах, принимаем, чтобы помочь. Иногда бывает, что разрешить какую-то проблему бытовую обращаются. Бывает, отказывают постановки на очередь на жилье. Бывает, мы помогаем там. Вот, ну, различные вопросы. Вот еще раз говорю, эта задача, вот, это сообщество ветеранов. У нас, кроме патриотической работы, основная цель – это все-таки поддержка, социальная поддержка ветеранов боевых действий в целом. Мы сейчас все меньше и меньше делим ветеранов на афганскую войну и чеченскую. И несмотря на то, что у нас есть разные организации, да, их несколько, в основном я вот хочу поблагодарить, пользуясь случаем, Гребенникова Николая, Аракчеева Анатолия, Кокарчева Ивана, вот, Бережного Юрия Владимировича. Ну, за их работу. Они много лет уже занимаются тем, что в нашей Якутии занимаются поддержкой и вопросами ветеранского движения. Вот, спасибо за их работу. И я надеюсь, хочу, вот, чтобы мы продолжили эту работу обязательно. Потому что сейчас вот, что такое патриотическая работа? Вы видите, да, сейчас, как у нас не просто в стране стараются молодежь подбить на Майданы, на революции. Я вот всегда говорю молодым ребятам, когда встречаюсь, вот недавно тоже мы проводили позавчера в речном училище в Жатайском встречу с ребятами, я им говорю, вы посмотрите, если страны, которые нас считают по военной своей доктрине врагом номер один Россию, разве они могут нам добра желать? А именно эти страны курируют и дают инструкции этим людям, которых поднимает молодежь на какие-то митинги, на провокации и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы наша Россия развивалась и жила спокойно, а проблем, которых много, мы должны решать мирно, без всяких революций. Какие мероприятия будут проводиться еще сегодня в честь Дня памяти? Ну, это традиционные мероприятия. Я уже сказал, начинается у нас молебны, и дальше у нас объезд наших ребят, которые памятники. Ну, это традиция у нас такая, это техникум связи, вот, который мы, там памятник Калашникову, бюст. Потом у нас обязательно на площади Победы памятник общий ветеранов боевых действий. Потом мы по возможности, ну, обычно выезжаем на Маганское кладбище, тоже там вспомнить ребят. Ну и какие-то мероприятия. Вот сегодня мероприятие, я надеюсь, оно состоится и очень неплохое, это в Якутском речном училище. То есть мы будем там проводить, и жюри будут, и команды будут. Вот. Ну, естественно, наши ветераны в командах не участвуют, но мы выставили команду свою от молодежки ОНФ.
Вот. Дело молодых соревноваться, а мы в жюри будем их, сказать, определять победителя. Ну, вот традиционно, конечно, вечером, конечно, ребята будут собираться, где в определенном, у нас есть традиция в одном и том же кафе собираться, и мы, конечно же, вот, будем общаться. Главное — это общение. У нас в последнее время даже спиртного никогда, вот, что-то так ребята вот, уже сейчас со своим здоровьем следят, и это хорошо. Я лично за здоровый образ жизни, за то, чтобы беречь свое здоровье. И, как говорится, береженого Бог бережет. Но в данном случае двоекратно, можно сказать, потому что в связи с пандемией нужно именно заниматься своим здоровьем. Ну и, пользуясь случаем, конечно же, в продолжении, как говорится, хотел пожелать всем крепкого здоровья, в первую очередь, конечно же, оставаться такими активными. И самое главное, вот знаете, у ветеранов боевых действий и вообще у афганцев обостренное чувство справедливости. Вот. И вот за правду, за справедливость мы готовы, ну, если не говорить громко, там, воевать или что-то, ну, по крайней мере, бороться. Это вот черта каждого, кто прошел через войну. Так зачастую говорят и о россиянах в целом, что именно народ, у которого обостренное чувство справедливости. Вступают ли в ряды вашей организации новые члены из числа сегодняшней молодежи и воинов-интернационалистов, которые вот буквально недавно, возможно, вернулись со своего фронта? Ну, давайте так, что воины-интернационалисты были только в Афганистане. Вот. Нас так называли, потому что мы как бы оказывали интернациональный долг, помощь афганскому народу. Это действительно была помощь колоссальная, это в советское время, это строительство туннелей, больниц, электростанций, то есть очень, до сих пор сейчас это вспоминают, и наши ребята, когда ездят туда, сейчас в Афганистан, афганцы все, даже маджахеды, с которыми нами воевали, без руки, без ноги, они с благодарностью и с чувством, им есть чем сравнивать с Америкой и с американскими солдатами, они нас уважают очень. И они помнят, что кроме того, что мы воевали с ними, вот, мы выполняли приказ, они, конечно же, помнят, что мы воевали это, делали честно. Честно и много помогали простому народу. Конечно же, в этот день еще раз хочу сказать, что поздравить всех ребят, еще раз сказать, что крепкого вам здоровья. И давайте помнить, что у нас Родина одна, и мы должны ее беречь. Да. Я думаю, что ребята сегодня будут встречаться, ребята будут вспоминать погибших. И дай Бог нашей стране, чтобы, как мы говорим, знаете, такая поговорка есть, она очень актуальна, лишь бы не было войны. Остальное мы переживем, и все мы наладим. Валерий Алексеевич, спасибо, что уделили время. Спасибо за эту беседу. Удачи вам. В день вывода войск из Афганистана мы говорили с председателем Общества ветеранов Афганистана Валерием Лютым. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.